В этом году форум посвящен 80-летию образования Союза писателей Тувы. В зале присутствуют учителя родного языка и литературы со всех районов республики и не только. Экерол Манчин занимается переводами тувинской поэзии на русский и наоборот. В 2017 году издал книгу переводов «Судьба одна, страна одна» и стал победителем конкурса «Национальная литературная премия Республики Тыва». Я вообще-то задумывал, конечно, эту книгу в честь столетия Тувинской Народной Республики и в честь также вхождения в состав СССР. Вот поэтому включил в эту книгу переводы и русских, и тувинских. То есть это двуязычная книга. Была издана количество 1000 экземпляров, и она на сегодняшний день у меня уже ее нету, она разошлась. Лидия Иргит – еще одна победительница этого конкурса. В настоящий момент она является редактором газеты «Ава». Всего за месяц написала сатирическое, юмористическое произведение на тувинском языке под названием «Никчемное ружье». Там написано наши повседневные жизни, недостатки. Даже эта книга написана очень коротко, предложения не очень длинные. И дети, и взрослые, и молодежь, они с удовольствием будут почитать, потому что эта книга для всех, для семьи. А даже семейные в круге тоже можно почитать, потому что эта книга поучительнее, воспитательнее. То, что мы сегодня как живем, там написано. Также глава Тувы вручил Лидии Иргит сертификат на сумму 65 тысяч рублей. Правительством региона уделяется особое внимание тувинской литературе и тувинскому языку в целом. Состояние тувинской литературы оценивается нами, специалистами по тувинской филологии, на хорошем уровне. Литература развивается, появляется очень много новых молодых авторов. И сегодня здесь, в Доме народного творчества, также прошла перед форумом встреча министра культуры с представителями Союза писателей, где обсуждались основные актуальные вопросы по поддержке молодых авторов также. В этом году форум был посвящен 80-летию образования Союза писателей Тувы. Инна Клоян, Шалбан Мангуша, Замата Чур, телеканал Тува-24.